Все, доброе утро. Собираемся и едем. Едем до Йошкар-Олы, 220 километров. За 2 дня надо доехать. Сегодня бы соточку сделать, как минимум. Посмотрим. Ветер сильный, такой южный, там то юго-западный, непонятно пока. Все, выезжаем на мост. По камням здесь как скользко ехать, они все скользкие камни, мокрые, грязевые. Ну, видимо, суда здесь не ходят, потому что он вроде фарватеры есть, но мост они не смогут проехать. Там эти шумят. Да. Я снимаю. Ничего, скриншот возьмем. Все, прощаемся с Вяткой. Теперь уже будем выезжать к Волге. Километров через 250. Все рядом, уже дом почти. Пока, Вятка. Ну вот, в итоге где-то 30 километров этой ужасной каменистой дороги вышло. И вот, наконец-то, асфальт начинается. 30 километров отмучились. Выехали на асфальт. Малмыж уже вон виднеется. Не, рано я радовался. Еще чуть-чуть придется поехать. Ах, нашли родничок. Да ты поставь велик, умоешься хоть ключевой водой. Все, теперь выезжаем на трассу Киров-Казань. Нам налево, на Казань пока, а потом направо, уже на Йошкар-Олу, на Сернур. На Малмыж дорога. Нам сейчас прямо. Так, теперь направо на Казань. Прямо Вятские поляны. Плохо ветерок задувает. Да. И лесов нет. Сейчас поля. Здесь леса начнутся скоро. Хотя пока не видно лесов. Ну все, счастливо, Кировская область. Проехали мы по ней 100 километров, наверное. И здравствуй, Татарстан. Большой кусочек Татарстана сейчас будет. Причем почти самая северная, не почти, по-моему, самая северная точка Татарстана.
Вот. Молодцы татары. Все красиво, культурно делают. На английском, на русском. На татарском не хватает. Ну вот, тут дубляция на татарском идет уже, деревень. Последний раз я из Татарстана был, получается, когда выезжал в Башкирию из Татарстана. Это Бугульма. А последний населенный пункт был, получается, Наратлы, деревня Наратлы чувашская. И потом из нее я поехал в Октябрьский, это уже Башкирия. Но это было когда 2 года назад практически. Вот, Балтачский район Татарстана. Асфальт сразу получше стал. Вот сейчас нам направо. На Ципья. До Казани всего 122, но нам на Йошкар-Олу. Где-то по Татарстану всего 20 километров, наверное, еще ехать, и уже Мари-Эл будет. Вот асфальтик веселый стал. Дорога спокойная, здесь вон татарские селения проезжаем. О, как интересно. Поля навозом полили. Нигде такого не видел. Пошел хороший. Молодцы, молодцы, татары. Вкусная молоденькая кукурузка. Ципья. Хороший показатель развития сельского хозяйства — это грязные пыльные дороги. Хороший асфальт, но грязный, пыльный. Потому что много техники выезжают с полей, выносят грязь. Вот это хороший показатель того, что сельское хозяйство есть, развивается. Много полей. Заехали по булке поесть. Вон что нашли. Чувашские продукты уже пошли. Приятно вообще. Дом-то близко уже совсем. Ну все, Татарстан. Счастливо. Привет и пока. И здравствуй, Мари-Эл. Здрасте. Чувашию домой. Давай. Да. С Владивостока. Вон есть флаг тут. Владивосток, Вьетнам, да. 2 года уже в дороге. Вы что, смотрел, да? О. Это вот граница, овраг, да? Уже... Лес, и тут овраг. Здорово.
вот нас уже встречают местные. В Марел не успели заехать уже. Грибники, да, местные встречают. Уже на чай зовут, но у нас что-то ехать надо. Спасибо вообще большое за вон урожай, да, уже. Ну, после дождичка хорошо пошел. Это что, как типа бабье лето, что ли, считается? Да, наверное. Да, заморозков-то не было же еще, что? Еще будет бабье лето. Наверное, может и это. Сентябрь, до октября, до такой. Да, конечно, еще. Потому что Время-то еще много. да, было холода, были холода. Ой, зверюки. Зверюки встречаем. Ну, у марийцев видно уже деревеньки такие полуумирающие тоже. В сравнении с татарскими деревнями домов новых мало. Такие деревеньки поспокойнее, я так бы сказал. И, кстати, о грязи на дорогах. Здесь грязи на дорогах нет. Дороги чистые. Поля не засеянные. Тоже хорошо, конечно. Но вот как сами признались местные, говорят, что администрация слабоватая у них по сравнению с татарами. Дороги. Ага. Надо сейчас как-то вот эту вот фигню выбить и хотя бы эту не потерять. Ну. И это. Хотя бы проволоку что ли завяжу пока. Сейчас что-нибудь сделаем. Спасибо вообще большое. Ладно, если что-то будет проблема, я еще обратно поеду. Хорошо. Что у Насти сломался багажник? Далеко что ли было? Ну, я минут 20 стояла, голосовала еще. И не останавливался. А я упер далеко. Ну, а вот он... Ему вообще в другую деревню надо было. Прям, ну, там, мимо проехать. Ну, вроде замотал багажник. Вот. Хорошо, что у меня был трос тормозной. Пригодился хоть, сколько его возил. Чуть-чуть замотал. Хлипкая, конечно, конструкция. Ну как хлипкая? Посмотрим, сколько проедет. В принципе, держит вроде. Да, только силы появились, и у Насти болт сломался. Не выдержали марийских кочек. Они, честно, ужасные вообще. Капец просто как. Что сейчас ночевку будем искать? Уже ищем. Все, поставили палаточку, уже отдыхаем.
Ну все, доброе утро, проснулись в 7 утра. Ну сейчас пока собрались. 5:50 даже Настя встала. Уже 8 время. Сегодня, кстати, у Насти день рождения. Поздравляем, Настя. Поздравляйте. Но сегодня будет тяжелый, трудовой день. На рекорд сегодня пойдем. 150 километров до Йошкар-Олы. Настя, это лучший подарок будет тебе на день рождения. Да, хуже дорог, чем Мариэл, я еще не видел. Пока едем по России, вот сейчас, по возвращению, я не видел. Ужас просто. Честно, мне даже не верится, что я уже вот на пороге дома. Всего каких-то там 200 километров, грубо говоря, я дома. Не верю. Вот сколько я уже проехал? 35 тысяч километров почти. Но, по-моему, самые плохие дороги оказались вот на пороге дома. Это вообще просто ужас. Просто ужас какой-то. Ладно бы не было бы асфальта. Асфальт есть, но он ужасный такой, чтобы лучше бы его не было бы, наверное. Лучше по грунтовке ехали. А по телевизору показывают, как Россия помогает гуманитарной помощью в другие страны. Да, по-моему, Мариэл нужна гуманитарная помощь, а не сирийцам. Давайте все скинемся по рублю, делаем дороги. Это капец. Нам нужна здесь гуманитарная помощь. Какая Сирия? Какая ДНР, ЛНР? Это ужас. Тут без войны, как будто после войны. Вчера багажник мало на этой дороге. Тут не разгонишься выше 10, просто нереально. Багажники отлетают, болты не выдерживают. Это ужас просто. Ну вот, выезжаем на другую дорогу. Но, по-моему, надежды на улучшение дороги нет вообще. С такой дорогой мы сегодня до Йошкар-Олы не доедем, еще 110 километров. Да. Надо всех властимущих в этом регионе посадить на велосипед и проехать, пускай он проедется по той дороге, за которую он отвечает. Чё ж у нас народ такой-то терпилы-то такие, а? Что это здесь за чудо природы происходит-то? Дорогу, что ли, строят?
Сернурский район. Давай, езжай. Да. Сейчас едем на ночевку уже. Проехали 60 километров. Что-то сил уже нет вообще. Против ветра бороться тяжеловато. Хотя вроде бы осталось-то мало. До Йошкар-Олы. Ну ладно, насладимся днем. Хорошим, солнечным, осенним днем. Тем более день рождения Наськина. Все, палатку поставили. Сейчас будем отдыхать, наслаждаться осенней природой и такой погодой солнечной. Это подарок.